Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Лицо казанской национальности. Гаврила Державин. Истину царям с улыбкой говорить. Вряд ли был в XVIII веке человек, который так хорошо знал Россию, как Гаврила Державин. Он изъездил ее вдоль и поперек, от северных и восточных границ до Белоруссии и Литвы, земли которых вошли в состав Российской империи после раздела Польши. Причем Державин знал жизнь различных слоев, не понаслышке, поскольку сам побывал в шкуре и рядового солдата, и карточного шулера, и губернатора, и знаменитого поэта. Он был также генерал-прокурором правительствующего Сената и первым министром юстиции Российской империи. Державин хорошо знал и жизнь национальных окраин. Он и сам был потомком ордынского Мурзы, как об этом сообщает профессор Альфред Хасанович Халиков в своей книжке «500 русских фамилий булгаро-татарского происхождения». Родился Гаврила Державин в 1743 году в 30 верстах от Казани в селении Сокуры Лаишского уезда. Мурза Багримов сын, так предпочитал себя называть Державин в своих стихах. Как позже он сам признавался в автобиографических записках, происхождение от знатного татарского рода льстило его воображению и доставляло ему поэтическую прекрасу. О себе поэт писал в третьем лице. Действительно, еще в XV веке Мурза Багрим Ибрагим уехал из Большой Орды в Москву на службу к Василию Темному, который его всячески обласкал и крестил православную веру. Так Ибрагим стал Ильей, от его детей пошли дворянские фамилии Нарбековых, Акинфовых, Тегловых. У Нарбека было 3 внука – Назарий, Алексей и Держава, ставшие родоначальником нового рода. Наследников было много, земли дробились, и отцу Гаврилы, армейскому офицеру, досталось лишь крохотное поместье. После смерти отца, тогда Гавриле исполнилось 11 лет, семья переехала в Казань. Это были самые трудные годы. Вдова с детьми вела полуголодное существование. Впечатлительный мальчик на всю жизнь запомнил, как его матери пришлось с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них в передней по несколько часов, дожидаясь их выходу. Но когда выходили, не хотел никто выслушивать ее порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой. Конец цитаты. По иронии судьбы, Гаврила Державин спустя 50 лет становится первым российским министром юстиции. И вот какой наказ дает своим подчиненным. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастным подавать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Однако министром он пробыл недолго. За чересчур рьяную службу император Александр отправил его в отставку со словами: «Как это вы, Гаврила Романович, идете в Сенате против моих указов и критикуете их, тогда как ваша обязанность их поддерживать и настаивать на непременном их исполнении?» Родители Гаврилы были малообразованы, но старались дать детям хорошее воспитание, что, впрочем, из-за отсутствия средств не всегда получалось. Обучением Гаврилы сначала занимались сосланный в каторжную работу немец Розе и другие армейские товарищи отца, от которых он мало чему научился, если не считать немецкого языка. Мальчику повезло. В 1758 году в Казани открывается первая гимназия,
куда он поступает в числе первых на казенный счет со своим братом Романом. О годах учебы Державин оставил воспоминания. Более же всего старались, чтобы научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи, также представлять на театре, бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцевать и фехтовать в торжественных собраниях по случаю экзаменов. Конец цитаты. В учебе он преуспевал, особенно в предметах, касающихся воображения. Известно также, что Гаврила Державин участвовал и даже возглавлял археологические раскопки булгарского городища в селе Успенском, бывшего Спасского уезда. В 1762 году будущего поэта призвали в армию. Поскольку он показал в гимназии блестящие успехи, был зачислен в инженерный корпус. Но произошла какая-то путаница в бумагах, и Державин оказался в казармах Преображенского полка в Петербурге, где пришлось тянуть солдатскую лямку в течение долгих 10 лет. Родные и друзья оставались в Казани, с которой он никогда не прерывал связь. Несколько раз приезжал к матери, но в 1784 году уже не застал ее в живых. Державин переписывался с казанским поэтом Панаевым и профессором Казанского университета Городчиновым. «Казань мой отечественный град, с лучшими училищами словесности сравнится и заслужит, как Афины, бессмертную себе славу», писал поэт в одном из своих писем. Неизвестно, как долго бы еще маршировал по плацу Гаврила Державин, а ночью после отбоя морал стишки, если бы не Пугачев. 30-летний Гаврила почувствовал, что это его шанс. По образованию и честолюбию, да и по происхождению, он мог рассчитывать на нечто большее, чем бесконечная солдатская муштра и карточные забавы. Его жизнь катилась по наклонной. От скуки он выучился играть в карты, проявив себя азартным игроком. Как он сам пишет, ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры, познакомился с игроками, или лучше с прикрытыми благопристойными поступками и одеждой разбойниками. У него научился заговорам, как новичков заводить в игру, подбором карт, подделкам и всяким игрецким мошенничеством. Конец цитаты. Карты его едва не сгубили, когда, будучи в отпуске в Москве, Державин проиграл все деньги, присланные матерью на покупку имения. Но справедливости ради нужно заметить, что карты его и не раз выручали, когда, не имея средств к существованию, он неожиданно за один вечер выигрывал целое состояние. Правда, так же легко его и спускал. В общем, нужно было как-то менять свою жизнь. В 1773 году в Казань во главе войск, направленных на усмирение пугачевского бунта, назначается Бибиков. Державин, которого недавно после 10 лет службы произвели в офицеры, напрашивается к нему на прием и просит взять с собой, обещая быть полезным, поскольку он уроженец Казани и хорошо знает местность. Бибиков берет его с собой и, кажется, скоро об этом жалеет. Хотя поначалу все складывалось как нельзя лучше. Офицер Державин успешно исполняет несколько секретных поручений в Симбирске, Самаре и Саратове и вообще проявляет всяческое служебное рвение и военные таланты. Однако его вспыльчивость и неумение угождать начальству перечеркнули все былые заслуги, и дело едва не закончилось судом. Державин был прям и нелицеприятен, сказывалась горячая татарская кровь. Он не умел выстраивать свои отношения с теми, кто стоял выше его по служебной лестнице. Как он сам о себе писал, что я не из числа льстецов, что сердце моего товара за деньги я не продаю.
за что не единожды страдал. Державин дважды был губернатором, министром юстиции, занимал ответственные посты в Сенате, но задерживался наверху недолго. Негибкого политика быстро смещали. Героя-усмирителя пугачевской смуты из Державина не получилось. Но все, что не случается, к лучшему. И вообще-то есть такая версия, что Пугачевская смута на самом деле была гражданской войной за отделение Великой Татарии от Московии. Но это другая тема, здесь мы ее затрагивать не будем. Офицер вышел в отставку и занялся поэзией. Знаменитым Гаврила Романович стал сразу, как только опубликовал свою известную оду «Фелица». Это первое в русской поэзии стихотворное произведение, написанное простым, слегка шутливым языком. Автор сознательно отрекался от высокого штиля. «Не мыслю никогда за пиндаром гоняться, и бурным вихрем вверх до солнца подыматься». Слово «фелица» на латыни означает «счастье». Его поэт заимствовал у императрицы Екатерины II, которая сочинила для своих внуков сказку о царевиче Хлоре. Несмотря на латынь и восточный колорит оды, повествование в ней ведется от лица татарского Мурзы, а главная героиня предстает как богоподобная царевна Киргиз-Кайсайской Орды. Читатель легко узнавал в ней русскую императрицу Екатерину. Автор эксплуатирует беспроигрышную на Руси идею о добром монархе и злых боярах, не жалея при этом елея при описании богоподобных качеств киргизской царевны. «Слух идет о твоих поступках, что ты немало не горда, любезна и в делах, и в шутках, приятна в дружбе и тверда, что ты в напастях равнодушна, а в славе так великодушна, что отреклась и мудрой слыть. Еще же говорят не ложно, что будто завсегда возможно тебе и правду говорить». Сделав такое предусмотрительное вступление, поэт режет дальше правду матку в глаза. Насколько он хвалебен и велеречив по отношению к Фелиции, настолько же едок и обличителен по отношению к ее мурзам. Их портреты угадывались без труда. Князь Потемкин изображен как любитель перов и чревоугодник, граф Орлов – кулачный боец, граф Панин государственным делам предпочитает охоту, а князь Вяземский над Библией, зевая, спит. Фелица быстро стала популярной. У каждого умеющего читать по-русски очутилась она в руках, утверждал Козадавлев, редактор журнала, где ода была напечатана. Екатерина II растрогалась до слез и презентовала поэту золотую табакерку, усыпанную бриллиантами. Вскоре по ее указу Державин назначается губернатором Олонецкого края. Хотя он там продержался и недолго, но уже больше никогда не сходил с политического Олимпа. Ему часто доверялось выполнение важных государственных дел. Успехи сопутствовали и на литературном поприще. Его новые произведения «Бог», «Водопад», «Видение Мурзы» принесли дополнительную славу. Неофициально Гаврила Державин считался первым, в смысле главным поэтом России. Его дружбы и покровительства искали многие начинающие литераторы. Творчество Державина, который старался вырваться из узких рамок классицизма, подготовило почву для поэзии Батюшкова, Пушкина и других. Известно, с каким пиететом относился к Державину Пушкин, засвидетельствовавший в своих воспоминаниях приезд знаменитого поэта в Царскосельский лицей, где он тогда учился. «Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал,
Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли, вспоминает Пушкин об этом дне. Не забывал Гаврила Романович и о родном городе Казани. Перефразировав известную латинскую пословицу «Идым отечества сладок, ет фумус патрия ес дулсус», в своем стихотворении «Арфа» следующим образом: «Отечество и дым нам сладок и приятен», Державин посвятил эти строки Казани. В 1831 году, спустя 15 лет после смерти Державина, министр внутренних дел граф Блудов предложил в честь него соорудить памятник в таком виде, который бы по изяществу рисунка и размерам соответствовал цели изъявить уважение России к одному из первейших ее поэтов и с тем вместе служил бы украшением довольно важного града в империи, какова Казань. Конец цитаты. Императору Александру идея понравилась, и через 16 лет памятник Державину был установлен. Сначала в университетском дворике, потом его перенесли на Театральную площадь, площадь Свободы. К сожалению, после революции 20-е годы памятник был снесен, но сейчас он восстановлен. Память. Есть памятник в Казани, да, он существовал в 1846-1932 годах, а в 2003 году его вновь восстановили. Памятник на Державинской площади в Лаишево, Татарстан. В Лаишево ежегодно проводится праздник Державина с 2000 года, Державинские чтения с 2002 года, Всероссийский литературный Державинский фестиваль с 2010 года. В 2016 году президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия памятника Державину на его малой родине под Казанью, село Каипы, в день 200-летия со дня смерти поэта. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.